Япония оказалась в полной разрухе после окончания Второй мировой и более того была на стороне проигравших. Однако буквально спустя пару десятилетий показывает невероятный экономический рост и становится ведущей страной мира. И в этом выпуске мы поговорим о том, как Япония достигла таких результатов. Прежде чем перейдем к теме послевоенной Японии и ее возрождения, стоит сказать пару слов о становлении Японии еще задолго до Второй мировой. Ведь уже в начале 20 века страна была в мировых лидерах по экономике, хотя имела совершенно иной курс, чем сегодня. Япония фактически до 19 века оставалась раздробленной феодальной страной, которая существенно отставала от Европы в технологическом и экономическом планах. Страна была аграрной, а о какой-либо промышленности не шло и речи. Поворотным событием в истории Японии стала реставрация Мэйдзи, в ходе которой произошли серьезные изменения в японском обществе. Реставрация развернулась из-за угрозы европейцев и американцев колонизировать Японию, к тому времени были навязаны кабальные международные договора, а страны уже практически делили Японию на своих картах. Японская власть осознавала свою технологическую отсталость и решилась на серьезные преобразования в стране, которые во многом и спасли Японию от порабощения. Реставрацию Мэйдзи часто называют революцией, что в принципе отлично ее характеризует, ведь она полностью переменила традиционный уклад японской жизни и привила Японии западный образ государства и жизни в целом. Япония с оглядкой на Европу стала проводить реформы во всех сферах жизни, начиная от написания конституции по американскому образцу, заканчивая введением различных ветвей власти. Даже в культурном плане Япония существенно переменилась, начав использовать европейские понятия и идеалы, к примеру того же либерализма. В общем и целом Япония уже к началу 20 века стала видным игроком на мировой арене и уже сама начала диктовать условия в азиатском регионе, а позже начала активную экспансию в Азии, что собственно и погубило империю. Возвращаясь ко временам Японии после окончания Второй мировой, Япония оказалась в плачевном положении. Помимо того, что Япония оказалась проигравшей во Второй мировой и вынуждена была платить контрибуции, она также была подвергнута серьезным разрушениям, что фактически уничтожило более 70% промышленности Японии. Также страна находилась под американской оккупацией до 1952 года. Однако буквально спустя пару десятилетий Япония станет ведущей страной мира по росту экономики. С начала 50-х и до 73-го японская экономика в среднем росла по 10% в год. Если в начале 50-х доходы японских граждан составляли чуть более 20% от американских, то уже к началу 90-х они стали более 80%. За это же время Япония по уровню ВВП поднялась на второе место в мире и держала позиции буквально до недавнего времени. Только в 2010 году ее обогнал Китай. Япония станет крупнейшим поставщиком электротехники и автомобилей во всем мире и будет ассоциироваться с непревзойденным качеством. Итак, благодаря чему же Япония достигла таких успехов? Стоит сразу же оговориться, что единого мнения по этому поводу нет. Однако мы рассмотрим самые популярные мнения экономистов и рассмотрим важнейшие реформы в японском обществе. Как было сказано выше, Япония после окончания войны была оккупирована американскими войсками, и до деоккупации островов именно американцы проводили экономическую политику в Японии. Изначально у штатов не было четких планов на Японию, главной их целью была демилитаризация японской экономики для предотвращения будущих войн. Также в Японии появились законы, ограничивающие наличие армии и милитаристического производства. Однако после очевидного поражения гоминдановцев в Китае, на которых ставили американцы, они теперь делали ставку на Японию. Важнейшей реформой, положившей начало японскому процветанию, стала аграрная реформа, благодаря которой миллионы крестьян стали собственниками земли и были ликвидированы помещичьи владения. Благодаря этому в Японии появился сельскохозяйственный рынок, а крестьяне приносили неплохие доходы в казну. Даже после ухода американских войск с островов, Соединенные Штаты играли важную роль в экономике Японии, изначально выступая как крупный инвестор, а затем как главный потребитель японских товаров. Отдельно можно упомянуть Корейскую войну, благодаря которой Штаты стали делать массовые закупки именно в Японии, так как поставки со Штатов были довольно дорогостоящими и долгими. Это событие как раз таки пришлось на сложный период восстановления японской экономики и благотворно на ней отразилось.
Еще одним важнейшим политическим решением страны стала инновационная направленность в промышленности и система импорта сырья и экспорта продукции. На самом деле Япония уже к концу Второй мировой имела неплохую базу образованных специалистов, в частности опытных управленцев и инженеров, благодаря которым стала вновь возрождаться экономика. Японским правительством была сделана ставка на инновационную промышленность, и японцы решили не восстанавливать разрушенную индустрию, а создавать ее с нуля и использовать новейшие технологии. На самом деле восстановление промышленности Японской империи было также невозможно из-за ряда международных ограничений. Промышленность империи в целом имела милитаристический характер. Более того, Япония не имела сырья для экспорта, потому именно ее территориальное положение привело к развитию системы, когда Япония импортирует сырье из ближайших стран, перерабатывает его и экспортирует уже готовые товары. На начальных этапах стала развиваться легкая промышленность, так как она менее затратная, а уже к 70-му Япония стала занимать лидирующие места среди производителей техники и автомобилей. Японская экономика с одной стороны стала намного либеральнее, чем была ранее. На рынке стали появляться новые предприятия, а их конкуренция происходила на честных условиях. С другой стороны, полностью либеральной экономику назвать было нельзя, особенно на начальных этапах. Японское правительство всячески стимулировало местное производство, выделяя субсидии, предоставляя налоговые льготы и так далее. Еще в 50-х фактически применяла политику протекционизма в Японии, что помогало местным производителям выживать на рынке. Японское правительство в свое время также стало главным инвестором в стране и стимулировало так называемые кайрэцу – крупные финансово-промышленные группы по типу Toyota или Mitsubishi. Японская экономика стала уже более открытой, уже с развитием внутреннего рынка. Как видим, правильные политические решения, сбалансированная экономическая политика и ряд исторических особенностей позволили Японии стать ведущей экономикой мира и держать это лидерство уже не одно десятилетие. И на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео, ставьте лайки, пока!